за весь период мы получали много противоконвульсантных препаратов. И также нам антибиотик кололи, так как нужно было убить все бактериальную среду. Также нам давали ацикловир, это противовирусное. Нам его давали на протяжении длительного времени. Нам ставили неподтвержденный энцефалит, повреждение мозга, отек мозга, базальные ядра и лобная часть. Это показало на МРТ. Нас 11 января первый раз возили на МРТ. Неделю назад нам делали повторно опять МРТ. Это повреждение также остается пока. Позапрошлой неделе, в воскресенье, начало ухудшаться состояние. Он начал спать и практически не просыпался. И во вторник, уже прошлой недели, мы обнаружили, что он всю ночь был какой-то желтый. Мы всю ночь пробыли на кислородной маске. У нас сатурация падала до 60 моментами. Это очень уже критический показатель. 24 марта он стал у нас еще более отекшим. У него глаза прям не открывались. У нас очень снизился сильно белок. И за счет этого идет, когда низкий белок, неправильное распределение жидкости в организме. И у нас за счет этого пошли отеки. Врачи уже в реанимации, когда он находился, нам сказали, что у него печеночная недостаточность. И поставили нам гепатит, токсический гепатит. Мы сейчас бьем на то, чтобы нас приняли в Москве в какую-нибудь из этих больниц, в РДКБ или в НЦЗД. Мы не знаем, сколько времени нам придется там находиться и ответят ли они вообще на наш запрос. Может быть, есть и вариант, что если нам не ответят, то нам придется и частным образом уже как-то вопросы решать, потому что ребенок тяжелый, ему нужна оперативная и очень узкоспециализированная помощь.